За окном плюс 15 днем, а вот ночью уже заметно холодает. Казанцы начинают греться. Очень холодно становится. Но сейчас уже холодно у вас в квартире? Холодно уже, холодно. Надо включать, пора уже. В шерстяных носках сплю. Это ватное одеяло одеваю. Холодно уже. Пока нам не надо. Жарко будет. Дышать будет нечем. 50 километров трубопроводов заменили, отремонтировали, обновили 14 котельных Казани. Все объекты социальной сферы и почти 99% жилищного фонда готовы к пуску тепла, заявили сегодня на совещании в мэрии. 53 дома к началу сезона не успевают. Там необходимо просто оформить документы, сдать, провести процедуры запланированные. Но и есть несколько домов там, где не рассчитались с долгами с энергетиками и, соответственно, поэтому не получают так готовности к зиме. Но это вопрос решаемый, чисто такой технический. Никто ничем не рискует, тепло будет у всех. В первую очередь мы обращаем внимание, и пуск тепла происходит традиционно в объектах социальной сферы: здравоохранение, образование, детские сады, школы, поликлиники, родильные дома, ну и другие. И поэтому по такой же схеме и в этом году. В социальных объектах Актаныша, Муслюмова и Апастова тепло уже дали. Задача остальным районам не допустить аварийных ситуаций и авралов в период подготовки сетей. Такое поручение накануне дал президент. Неделя раньше, неделя позже. Значит, социальные наши объекты. Давайте не мелочитесь. Значит, надо подключить теплоноситель, дадим там режим более щадящий. А технологически это в один день не сделаешь. Поэтому вот по графику, как у нас идет, надо сейчас подключаться. Массовый пуск тепла зависит от погоды. Как только температура на улице не будет подниматься выше 8 градусов в течение 5 дней. Учитывая, что синоптики обещают в конце недели потепление до 22 градусов, батареи потеплеют к концу сентября. Анна Городнова, Марат Задулин, ТНВ, Казань.